Сегодня вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии. Погибли десятки людей, сотни были ранены. В числе жертв мирное население республики, остинские ополченцы, а также российские миротворцы. Памятную акцию провели в музее сожженных душ у въезда на Зарскую дорогу. Музей под открытым небом – это обрамление искаженных снарядами машин, в которых погибли люди, а посреди установлены православный крест и монумент Древа скорби. Живые цветы возложили к нему руководство Южной Осетии, представители общественности и родные погибших. В Северной Осетии тоже прошли памятные мероприятия. Во Владикавказе на Аллее Славы собрались люди и близкие погибших, а также все неравнодушные жители. Они вспомнили сегодня тех, кто ценой собственной жизни защищал мирное население. Люди несли цветы к памятникам погибших. Эта память, она должна присутствовать, и она должна из поколения в поколение переходить. Люди должны помнить и детям своим, напоминать, детям своим рассказывать о том, что было вот такой геноцид, вот такое вот истребление. Мы оказали всяческую гуманитарную помощь, мы принимали беженцев, мы отправляли, гуманитарную помощь туда пострадавшим и организовали медицинскую помощь. Памятные мероприятия прошли и в Москве. Там в храме Христа Спасителя отслужили панихиду по погибшим в результате вооруженного конфликта. Почтить их память пришли полномочный представитель республики при президенте России Борис Джанаев, чрезвычайный полномочный посол республики в России Знаур Гасиев, настоятель Аланского подворья Вячеслав Джиранов, а также представители Московской Остинской общины и неравнодушные граждане. По словам Бориса Джанаева, 8 августа 2008 года трагическая дата остинского народа, которая навсегда разделили историю Осетии на до и после. Панихиду провели и в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулешках. Эти трагические дни для нас это очень важно, потому что мы единый общий народ Осетия, и эта рана навсегда останется в нашей памяти. Конечно, республика сегодня Южная Осетия динамически развивается, и мы желаем, чтобы всегда было там мирное небо у каждого жителя над головой. Несомненно, боль не утихает и не утихнет никогда. Если в политическом аспекте все сказано, мы неоднократно обращались с заявлением о последовательном геноциде остинского населения, то здесь в храме можно сказать об одном, что мы сегодня молились за мир в Осетии.